Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас ждет, что в жизни вашей поменяется на этой неделе? Как пройдут для вас следующие 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой самолетик, смотрите, какой самолетик. Вертикально взлетает вверх. А вы многого добьетесь. Либо то, что вы задумали, вы точно это получите. Вы сможете все реализовать. У вас самолет необычный, он вертикально вверх взлетает. Да, преграды есть. Преграды есть, тут какие-то темные такие густые облака. Но вашему самолетику они не страшны. Мои хорошие, если кто-то задумал поездку, перелет на самолете, могут быть какие-то сомнительные моменты, но поверьте, все случится так, как задумано. Если это касается действительно каких-то дел, планов, решений, проблем, вы возьмете верх. Несмотря на тучи, ваш самолет полетит вертикально и бескомпромиссно вверх. Хороший, сильный знак. Дальше. Здесь человек бежит, прям бежит к вам, бежит в вашу сторону, что-то вам несет. У кого-то что-то конкретное, да, что можно потрогать, пощупать, а у кого-то это новости, важные новости, и у человека прям скорость тут на пределе, очень спешит к вам для того, чтобы вам что-то принести, либо рассказать. Да, может, это вестник. Посыльный вестник, может, это курьер спешит доставить вам заказ, а может быть, кто-то вот какие-то покупки, либо то, что должно, да, пытается до вас как можно скорее доставить, принести. Ну и новости, да, тоже могут быть новости. Дальше вижу, что ваш якорь начинает медленно успокаиваться. Якорь — это стабильность. Да, скорее всего, стабильности не было, и вас так знатно шатало из стороны в сторону. Но сейчас потихонечку ситуация начинает выравниваться. Это еще не конец, это еще не стабильность. Но вы прям ощущаете, да, что на вас уже не так сильно влияют внешние обстоятельства, что вы меньше стрессуете, вы меньше переживаете. Вы понимаете, куда идти, куда двигаться. И берете ситуацию, насколько это возможно, в свои руки. Хороший на самом деле знак, особенно для людей нервных, таких, например, как я. Вот, хороший знак, да, с Божьей помощью все у вас получится. Стабильность в вашу жизнь точно придет, потому что если бы не так, то якорь бы не показали. А у вас якорь есть, причем такой прям сильный якорь, двойной. Так что будет, все будет, еще чуть-чуть, и стабильность придет. Дальше. Вижу, что вы на себя берете лидера, роль. Вы этого не хотите, либо вы считаете, что это не ваше дело, но тут такая ситуация, что деваться некуда. Если не вы, то никто. Да, то будет развал и шатание. Вы каких-то людей буквально в себя приводите, а у кого-то еще отыграется, что не только приводите в себя, но еще за собой ведете. И они вас слушают, они просто ловят каждое ваше слово. Это незабываемые впечатления, это куча адреналина. Тут и понравится, и не понравится, но с другой стороны вы это сделаете. Вы этих людей спасете. Не буду преуменьшать, да, вы этих людей спасете, потому что без вас они как дети малые, что попало делают, в проблемы влазят и усугубляют свое состояние, свою ситуацию. Вы всех спасете. У кого-то еще на работе может отыграться, что кто-то ошибок наделает, либо люди столкнутся с чем-то, чего раньше не видели, и никто не знает, что делать, как решать. И вы возьмете все на себя, все там разрулите, устаканите, расставите все точки над «и», проявите себя как настоящий лидер, да.
Хоть вы этого и не ищете, и не хотите, но так оно и будет. У кого-то, кстати, в семье может такое даже отыграться. Прям скажите так: тихо, слушайте меня, делайте это и это. И люди такие: ага, и все будут делать. С левой стороны какая-то полная женщина. Вот мне идет, что эта женщина как будто бы переобувается, переодевается, переобувается. И если раньше эта полная женщина про вас плохое говорила, как бочку на вас катила, то теперь она начинает вас хвалить. И до вас дойдет информация, что эта женщина буквально всем и каждому рассказывает, какой вы хороший человек, какая вы замечательная, либо какой вы замечательный. И вы сначала не поверите, скажете, что это очень сомнительно, подозрительно, но потом от другого человека услышите, от третьего, от пятого, от десятого. Да, действительно, эта женщина переобулась. Что на нее повлияло, я не могу сказать, но что-то повлияло. И теперь она вас почитает, теперь она вас уважает, и тон ее сменился. Если раньше он был негативным, то теперь он во всем позитивный. Ну, буквально раньше она вас смолой и дегтем поливала, а теперь она вас медом поливает. Да? Вот такая крайность. Но ничего, может быть, не в ближайшие 7 дней, но чуть позже разгадка найдется. Вы узнаете причину, почему эта женщина так переоделась, переобулась, и почему ее речи стали такими медовыми. Дальше. Здесь показывают странного человека с очень и очень длинными руками. Вы знаете, этот человек, имея такие длинные руки, все равно не может до вас дотянуться. Мне вот идет, что этот человек, либо разыскивает вас, либо, хотел бы как-то попасть в вашу жизнь. Руки длинные, но пока не все получается. Вы об этом узнаете ближе к концу недели, да, что этот человек вас разыскивает, либо что-то хочет сделать, да, для вас, например, либо как-то до вас дотянуться, может быть, привлечь ваше внимание. Тут смешно, вам будет смешно, это вас повеселит, вы не будете огорчаться, наоборот, позитивные эмоции у вас я вижу. Дальше, мои хорошие, вижу, что у кого-то усталость идет. Вы устали. Видно, так буйно отмечали Новый год, что подустали. Но с другой стороны, я вижу, что вы придете в себя, когда столкнетесь с какими-то очень сложными задачами. Вы умеете брать себя в руки, вы умеете мобилизоваться и группироваться. Да, когда встанет вопрос, что нужно срочно кровь из носа делать это и вот это, то усталость уйдет, улетучится, как будто бы и не было. Вот прям придет этот прилив сил, да, кровь в голову ударит, второе дыхание откроется, вы скажете: да, могу, буду. Вы всех удивите. Пока другие в разбитом состоянии еще не отошли от праздника, вы прям покажете мастер-класс, как решать проблемы, как выполнять серьезные задания, и как быть успешным человеком. Да? Вы всех удивите, очень удивите. Кстати, по поводу работы хочу сказать, особенно для тех, кто работает сам на себя. У вас идет всплеск на работе, в рабочих делах, вопросах с клиентами, с контрагентами, с поставщиками. У вас всплеск идет. Возможно, вы думали, что у вас еще есть время на раскачку, да, потому что все-таки только недавно Новый год закончился, еще праздники, да, идут и идут. А нет, люди хотят работать, люди хотят зарабатывать, людям нужны товары, людям нужны эти точки сбыта и что закрывать там какие-то счета. И вы просто вливаетесь в это все и думаете, как будто бы и праздников не было, да, ни в одном глазу. Это, кстати, хорошо. Это деньги будут, да? Это бизнес растет. Опять же, прибыль приходит, да? Клиент требует, значит, нужно удовлетворять запросы клиентов, покупателей. Да, для вас хорошие новости. И еще я вижу для действительно кто ведет свое дело, у вас какие-то хорошие новости по поводу то ли налогов, то ли каких-то законов. Что-то было жестко, неприятно, и это прям, знаете, немножко подливало масло в огонь. А теперь придут хорошие новости. Это еще пока не точно, но новости мне идут, да, разговоры о том, что будет какая-то программа лояльности, о том, что там где-то что-то упростят, где-то что-то отменят. Не все, но частично.
И вы знаете, эти новости, они помогают идти дальше, работать и меньше переживать. Вот, знаете, как надежда, да, это надежда на то, что будет легче, лучше, проще. Ну да, люди между собой, скорее всего, делятся, либо в каких-то пабликах об этом будет обсуждение идти, но вы увидите. Дальше, мои хорошие, я вижу, что вы буквально вот на земле птицу найдете. Может быть, в прямом смысле, да, если у вас там холодно, морозы очень сильные, может быть, какая-то птичка будет замерзать, и вы прям найдете. Но больше мне, конечно, идет, что это в эзотерическом смысле. Вы найдете, вот сами того не ожидая, какую-то важную и нужную информацию. Какой-то пост, какой-то, может быть, лектор, да, вот рассказывает о том, что вам необходимо. Может быть, это будет, допустим, книга, да, в книге будет написано то, что вам необходимо. Но вот я вижу, что вы находите, сами того не ожидая. Как же вы обрадуетесь этой птичке? А если вы и вправду найдете замерзающую птичку, конечно, не бросайте ее. Если есть возможность, как-то поухаживайте за ней, хотя бы согрейте ее немножко, покормите. Вот, кстати, найти птичку — это хороший знак. Очень хороший знак. Вы потом поймете, да, эта птичка вам обязательно благодарность принесет. Высшие силы вас за эту птичку отблагодарят. Дальше, мои хорошие, женщина веером закрывает лицо, врет. Вам какая-то женщина будет врать, смотреть вам в глаза и врать, нагло врать. Играет роль. Эта женщина очень шкурный человек. Для нее деньги — это Бог. Поэтому готова ради денег пойти на все. Готова пойти на любую ложь и пойдет. Мне идет, что пойдет. Хотя вас очень сложно обмануть, вы ложь за версту чувствуете. Вы прям ахнете, вспыхнете, скажете: ой, ничего святого не для этой женщины. Прям страх и ужас. Но с другой стороны, вас она точно не обманет. Может, кого-то другого и сможет обмануть, вас нет. В очередной раз убедитесь, либо просто убедитесь, да, что женщина напрочь гнилая и лживая. Не зря веером лицо закрывает. Дальше узлы показаны. 2 узла подряд. И они очень такие прям сложные. Их очень сложно развязать. Вот один вы точно развяжете. Вот прям будете мучиться и развяжете. А вот второй никак не поддается. Там только отсекать. Может быть, это как-то связано с отношениями. Отношения, которые тянут вниз, приносят боль, неприятности. Может быть, это связано с какими-то другими ситуациями, там, проблемами в основном. Вот один точно развяжете, а второй будете разрезать, вот рассекать будете. Потому что по-другому нельзя. Нет другого решения. В принципе, довольны будете. Да, не пожалеете. Дальше. Вот здесь мужчина с мечом. У него так странно меч показан, как будто бы он вообще на волке едет, да, и меч над головой везет. Типа в такой боевой позиции. Может быть, стычка с мужчиной. Либо мужчина попытается наехать. Такой, знаете, гоп-стоп. Но с вами такие номера не пройдут. Каким бы ни был волк, да, большим и страшным, каким бы ни был острый меч, у вас броня. У вас броня, которая не такое выдержит. И вы знаете, этот мужчина в процессе вот общения с вами, да, в процессе этого наезда, извините за слово, поймет, что не на ту напал, либо не на того напал. И знаете, вот прям на глазах перевоплотится волк в милую собачку, а этот мужчина перевоплотится в такого, знаете, как дурачка. Скажет: ой, я перепутал, я случайно, простите меня, тетенька, простите меня, дяденька, да, как-то так вот, знаете, прям заднюю даст. Это очень смешно, вы прям посмеетесь от души, кто-то до слез посмеется, будет что обсудить, будет что рассказать. Вы, кстати, эта история ни одного человека рассмешите, каждый раз тоже будете смеяться, как первый раз. Да, какой-то наглец хотел напугать, да нет, не на ту напал, не на того напал. Угу. Дальше. Камень. Вот какой-то камень, через который все спотыкаются. Он всем мешает, но никто ничего не делает. Все такие: будем терпеть. Что, это ж камень, да. Что мы можем сделать? Мы будем терпеть. А вот вы возьмете и выкопаете этот камень, скажете: не, я терпеть не буду. Это не моя история, это не для меня. Я не терпила.
И вы знаете, вы себе как бы, да, упрощаете путь. И в глазах других людей ваш авторитет, он прямо растет и ширится. Да, люди начнут уважать, считаться с вами будут. И вот, знаете, выражение глаз меняется. В глазах и уважение, и восхищение, и признание вашей силы, ума. Вот какой-то камень мне идет. Может, какую-то проблему решить. А может, этот камень — это какой-то бюрократ, да, который там из людей деньги вымогает, либо людей стопорит. А вы пойдете и, например, к вышестоящим или дадите огласку так, чтобы на весь мир. И не будет этого камня. И сами пройдете, и другим людям поможете. Да, сильный знак. Дальше ворона. Ну, ворона с правой стороны. Я не могу вам конкретизировать, что это, но будет какая-то ситуация, что даже ваши недоброжелатели за вас впишутся, либо будут на вашей стороне. Вот идет мне такая ситуация. То есть вы недоброжелатели друг другом, у вас нет общего языка, но в какой-то ситуации эти люди прям за вас топят. И знаете, это неплохо. Дальше, мои хорошие. Здесь свеча горит. Свеча маленькая, пламя от нее огромное. Маленькое дело принесет свет. Маленькое дело, либо маленькая какая-то незначительная, ну маленькая, не маленькая, а какая-то вот простая работа, может быть даже работа на несколько часов, принесет потрясающий результат. Вы ошахнете, скажете, ну надо же, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что будет столько много света. Хороший знак. Да, любая работа, она благородная. Дальше две птицы. Одна точно ворона, а вторая похожа на такую вот, знаете, райскую птицу, может быть, даже жар-птицу. Две новости. Одна негативного характера, другая суперпозитивного характера. И вы видите, жар-птица, она и хвост распустила, и крыло, да, вот открыла, как будто бы взлетает. А ворона просто сидит такая, знаете, скукожилась. Значит, негативная новость будет какая-то не сильно значимая, да, либо не сильно на вас повлияет, а вот позитивная прям очень вам зайдет. Ждите две новости, очень важные. Возможно, работы касаются, возможно, ваших дел, возможно, ваших проблем, возможно, ваших желаний. Ну, вот как-то ворона прям совсем не к месту. А вот эта жар-птица, райская птичка, прям, да. Скажете, это я принимаю с удовольствием. Мне бы побольше таких птичек в жизнь прилетало, да, все было бы замечательно. Дальше, мои хорошие, дороги. Дороги у вас короткие, но меткие. Да? Вы попусту никуда ходить не будете. У вас всегда есть цель, и вы всегда идете результативно. Нет такого, что вы просто так по городу поколесили, да, где-то побывали, отворот в поворот получили, вам отказали. Нет, такого нет. Дороги у вас четкие, результативные, ну и это хорошо, это просто замечательно. Дальше, в семье, в доме. Как-то разрядится обстановка. Уж не знаю, чего у вас было напряжение, либо какой-то стресс был в семье, но обстановка разряжается, и это хорошо. Это очень хорошо влияет на всех, кто в этом доме живет. Люди успокаиваются, люди понимают, что там не стоит стрессовать, паниковать, друг друга обижать, да, либо на друг друга перекидывать. То есть все-таки идиллия мне идет. Пусть не сразу, не за один день, но вы выходите в нормальное общение, в нормальную ситуацию и климат в доме. И это тоже хорошо. Там, среди родственников, например. Да, вот как-то все, страсти поулягутся. И это, да, хорошо повлияет на всех, и на вас, и на других людей. Дальше вижу, что какой-то человек хочет улететь на воздушном шаре, а вы за ноги дергаете и не даете. Кто-то будет очень сильно фантазировать, пустые фантазии, а вы этого человека опустите на грешную землю. Ну и так скажете, что нечего фантазировать, да? Живи здесь и сейчас, зачем тебе эти фантазии? И этот человек нехотя, но все-таки к вам прислушается. Ну и слава Богу, да? То действительно на какие-то геройства бы пошел, еще не пойми, чем бы обернулось. Дальше вам придется решить вопрос, как действовать. Либо по какой-то лестнице пробираться вверх,
но лестница вот какая-то ненадежная, там через ступеньку, да, ступенька есть, ступеньки нет. Либо идти в долгую, в обход. Решение очень сложное, прям очень сложное. И вам нужно крепко подумать, прежде чем определиться. Ведь от этого зависит ваше будущее. Выбор очень сложный. Вам бы тут с кем-то проконсультироваться, желательно не с одним человеком, и желательно с теми, у кого есть опыт в подобных ситуациях. И потом выбирать. У вас и тот путь по судьбе. Можно в долгую, да, а можно в быструю, но опять же риск. Потому что не все ступеньки на месте, и там где-то придется рисковать. Но быстро получится. И вот прям вижу, что под конец недели вы много будете об этом думать. А кто-то и на выходные уйдет, обдумывая эту ситуацию. Да, деваться некуда, я так понимаю, время поджимает, либо нужно делать выбор здесь и сейчас, и вам придется что-то решать. Я не могу вам подсказать, потому что эти два пути вам по судьбе. И долгий, и вот этот короткий через лестницу. Заставлять вас рисковать я тоже не могу. Но и тратить ваше время и говорить, идите в обход, тоже не стану. Вы каждый для себя должны решить, что вам оптимально подходит. Понятно, что не все герои, понятно, что не все могут рисковать. Да, вы добьетесь своего, но на это уйдет прям время. Ну, можно и быстрым, да, путем через эту хлипкую лестницу. Вы сами определитесь, вы сами решите. Знаете, что и то вам по судьбе. И то ведет к одной цели. Просто где-то быстрее, а где-то дольше. Просто определитесь, решите, и будет вашим. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.